Кого считают святыми покровителями Петропавловска? Какова история старейшего здания города? Какие святыни хранятся на севере Казахстана? Обо всем этом в новом выпуске проекта Welcome to Kazakhstan. Казахстан – многонациональная страна, в которой с большим уважением относятся к представителям разных религий. Прекрасный пример – Петропавловск, где на одной улице могут стоять мечеть, католический костел и православный храм. Об одном из сакральных символов этого города мы сегодня вам и расскажем. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Дата основания крепости Святого Петра, с которой начинается история Петропавловска, 12 июля 1752 года. В православии этот день связан с почитанием святых апостолов Петра и Павла. Отсюда и вера в то, что именно они стали святыми защитниками нового города. От той самой крепости сегодня почти ничего не осталось, как и от первой солдатской церкви. Но кое-что все-таки узнать можно. Построена солдатская церковь, деревянная солдатская церковь, освящена в честь святых апостолов Петра и Павла, но деревянная церковь была разобрана и построена уже также солдатская, также освященная в честь святых апостолов Петра и Павла, но уже каменная. Нужно сказать, что, к сожалению, к огромному сожалению, от нашей крепости сейчас, в данный момент, практически ничего не осталось. Мы знаем, что есть это историческое место. И сохранился, единственное, наверное, что сохранилось, это рукотворный земляной вал, который был насыпан руками строителей крепости в 1752 году. Сегодня на территории, где некогда стояла крепость, располагается завод. Кирпичная стена – вот и все напоминание о том месте, с которого когда-то начинался город. А еще здесь установлен поклонный крест с памятной надписью. Здесь, на месте основания города Петропавловска, в июле 1772 года была построена крепостная церковь во имя святых апостолов Петра и Павла. Собор святых апостолов Петра и Павла был заложен в 1803 году и на тот момент именовался Покровской казачьей церковью. Строительство шло непросто. В 1812 году все разобрали, а 22 октября 1813 года на том же месте, но с некоторым уменьшением, заложили новую каменную трехпрестольную церковь. Главный престол, разумеется, был в честь святых апостолов Петра и Павла, северный – в честь святого чудотворца Николая и южный – в честь покрова Пресвятой Богородицы. Одна из главных причин изменения архитектуры городов – пожары. Не обошли они и наш собор. В 1838 году от огня сильно пострадала каменная колокольня. Ее разобрали и в 1844 году заложили новую, стоящую отдельно от церкви, соединенную с ней каменным коридором.
Церковь обнесли каменной оградой с чугунной решеткой. Этот храм был казачий, здесь была казачья слобода, в основном ходили сюда казаки, и они молились и благоукрашали. Я в молодости встречал старушечку одну, которая рассказывала, что этот храм был одним из самых богато украшенных соборов города Петропавловска. Но пришел 20 век, пришел 17-й год, и красное колесо прокатилось по всей стране и, конечно же, захватило наш город. Из 7 храмов 5 были снесены с лица земли. Каким-то чудом в нашем городе остались 2 храма. В центре города храм всех святых. И вот здесь, под горой, как называется этот микрорайон, собор Петра и Павла. Собору в определенной степени повезло. Его отдали в ведомство облместпрома. Здесь выпекали хлеб, пироги, хранили семена для производства масла. Позднее в здании стали производить махорку. И только после войны, в 1946 году, по просьбам верующих, здание вернули общине. К моменту восстановления храм являл собой печальное зрелище. Иконостас и алтарь разрушены. Росписи на стенах храма покрыты слоем копоти и грязи. Перед центральным алтарем до самого купола возвышалась огромная вытяжная труба. Лишь к 1952 году силами прихожан все это удалось восстановить. Конечно, о наличии церкви в любом городе мы узнаем по колокольному звону. Самый крупный колокол собора Петра и Павла весит 1200 килограммов. Отлит он в Нижнем Тагиле. А вот кресты из нержавеющей стали изготовили в Челябинске. Каждый день я поднимаюсь на колокольню, и мы совершаем звон. Для начала мы звоним в 3 благовеста. Вот эта педаль от верхнего колокола, который мы не видим отсюда, вот эта педаль от нижнего, вот этого самого большого колокола. Мы ударяем раз в 3 минуты, таким образом получается благовест. Затем со временем мы добавляем звон, учащаем его, и получается такой звон благовест из 2 вот этих колоколов, верхнего и нижнего благовестов. Этот звон символизирует собой созыв Господа на службу. Таким образом мы призываем прихожан на службу в храм. Затем со временем добавляются перезвоны. Они создают праздничную мелодию, и звон такой уже становится более торжественный. Есть в соборе и самая настоящая святыня. 11 июля 2012 года в Петропавловск из Алма-Аты был доставлен ковчег с мощами святых апостолов Петра и Павла. Эти реликвии были подарены проректором Папского Восточного института в Риме, профессором истории русской церкви Константином Симоном. Великая святыня была передана в дар жителям Петропавловска к 260-летию основания города. Территория вокруг храма – старейшая часть города. Стоит ли удивляться, что совсем рядом, на улице Потанина, началось строительство тематического сквера, переносящего нас в 19 век. Мельницу и колодец с журавлем уже можно посмотреть вживую. Обновлены фасады частных домов. Ведь некоторым из них больше 100 лет. И, разумеется, присев отдохнуть в историческом сквере, первым делом вы обратите внимание на золотые купола собора в синем небе.
Хорошо, когда город чтит свою историю, а еще лучше, когда, пройдя сквозь века, выдержав испытания временем, история остается с нами в виде величественных сооружений, как собор святых апостолов Петра и Павла.